Если представить этот корабль, идущий по Иссык-Кулю как Кыргызстан, то уже последние 5 лет за штурвалом стоит Садыр Джапаров. Как вам не стыдно это терпеть? Как вы могли так проголосовать? В чем феномен Джапарова? Политика, который, будучи депутатом, из-за политических событий оказался фигурантом уголовного дела. Был вынужден уехать за границу, затем был арестован, прошел один из самых сложных путей в кыргызской политике и стал президентом, выйдя из тюрьмы. Джапаров Садыр Нургожоевич, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришти. Вы давно не давали интервью перед камерой. Да, когда только стал президентом в 2021 году, давал однажды. С тех пор прошло 4 года. Я даю письменно только Кабару. Они отправляют вопросы, я сразу отвечаю и отправляю. Я поставил запрет, чтобы не тратить время. А с тобой согласился беседовать только потому, что ты решил снять фильм. Садыр Нургожоевич, тогда начнем наше интервью. О том, что Садыр Джапаров станет президентом, стало ясно уже утром 6 октября 2020 года. Большинство тех, кто захватил здание Белого дома, заявляли о поддержке Джапарова и удерживали центральную площадь. В тот день я тоже находился там, как журналист, освещавший октябрьские события. И меня всегда интересовало, о чем думал Джапаров в тот момент, выйдя к своим сторонникам после 3,5 лет тюрьмы, какие цели он ставил перед собой в тот судьбоносный день. Смотря на тех, кто пришел туда, где я находился в заключении, я почувствовал, что они пришли ко мне с надеждой. А когда пришел на площадь, там уже было более 20 тысяч человек. Я понял. Люди надеются только на меня. Раньше, когда я связывался со сторонниками, членами Мекенчил, народом, когда в социальных сетях читал комментарии, люди писали: «Вся надежда только на Садыра Джапарова. Надо его освободить и сделать президентом. Он все исправит». Я все это чувствовал. Я пришел на площадь и сказал, что все сделаю. Вы меня послушайте и расходитесь. Не занимайтесь мародерством, ничего не рушьте, не сжигайте. Это все имущество ваше. Белый дом же разрушили, все. Больше ничего не трогайте. Я сказал, что все сделаю, оправдаю ваши надежды. Сейчас мирно расходитесь. Да, мирно расходитесь. Послушайте. Послушайте, мы пойдем работать над легитимизацией власти. События, произошедшие утром 6 октября 2020 года, навсегда останутся в нашей памяти, потому что в тот день мы с Садыром Нургожоевичем впервые за 7-8 лет вместе вышли к народу. Мы с Садыром Нургожоевичем с трудом
пробились к трибуне, на участке меньше 100 метров люди плотно окружили нас. У них появилась надежда. И каждый из них рвался прикоснуться к Садыру Нуркожоевичу и просто поздороваться с ним. Но у нас у двоих рядом было всего 2-3 человека. Нас чуть не затоптали. Мы с огромным трудом прошли к трибуне. Там я почувствовал ожидание народа. После того, как Садыр Нуркожоевич выступил, я громко крикнул: «Сделаем Садыра Джапарова президентом ради народа». И тут народ взорвался. Вот тогда была поставлена наша первая цель. Даст Бог, сегодня вечером Садыр Джапаров станет исполняющим обязанностей президента. В суверенной истории Кыргызстана власть трижды менялась досрочно. Выход из переходных периодов, сопровождавшихся безвластием и противостоянием политических сил, никогда не был простым. Во время октябрьских событий 2020 года многие политические группы не верили в приход Садыра Джапарова к власти и выступали против него. Однако его поддержка среди населения была высокой. Это подтверждает и исследование Международного республиканского института. Если говорить о Садыре Джапарове в вопросах, проведенных до 2020 года, его рейтинг был стабильно высоким. Иначе говоря, у него всегда были преданные сторонники. С тех пор, как он начал борьбу по вопросу Кумтора, народ воспринимает его как политика, который сможет защитить их интересы, который будет на стороне народа в противостоянии с властью. Во время встречи перед выборами 2021 года он задал мне крайне интересный вопрос. Он спросил, что я думаю о нем. Я серьезно задумался, потому что сходу ответить на такой вопрос сложно. Но я сказал: Акаев, Бакиев, Атамбаев, Джейенбеков и Садыр. Народ знает других президентов по фамилии, а Джапарова по имени. Это говорит о его близости к народу. За 10 дней произошло очень много событий. Я хотел бы спросить, был ли риск того, что ситуация выйдет из-под контроля и произойдут крупные беспорядки? Безусловно, могло произойти и такое, потому что активно вмешивались внешние силы. Эти 10 дней, с 6 по 16 октября, тянулись как целый век. Внешние силы говорили: Сооронбай Шарипович должен остаться президентом. Ты будешь премьер-министром. Джейенбеков проведет новые выборы и уйдет. А на следующих президентских выборах придешь ты. Но я категорически отказался. Потому что если бы тогда оставили Сооронбая Шариповича президентом, он бы потом не ушел. А через пару месяцев я бы ушел с поста премьера, и все бы осталось по-старому. 15 октября мы договорились с Сооронбаем Шариповичем, все подписали, и 16 октября он заявил об уходе с поста президента Кыргызской республики. После этого парламент назначил меня премьер-министром и исполняющим обязанности президента. Именно с этого самого момента началась вся работа. Прошло уже 5 лет, и вы сами видите результаты.
После прихода Садыра Джапарова к власти многие ожидали его решения по вопросу золоторудного месторождения Кумтор. Это решение должно было стать проверкой его политической воли и показать, насколько он решителен. Еще в 2010 году, будучи избранным во второй раз депутатом, Джапаров выступил с инициативой вернуть Кумтор государству, и вопрос золоторудного месторождения сопровождал всю его политическую карьеру. Я стал депутатом в конце 2010 года. В 2011 году я собрал все материалы и понял, что мы можем вернуть Кумтор. Создали комиссию, меня назначили председателем. Создали с трудом, потому что мафия Кумтора была сильна не только за рубежом, но и у нас. Ее можно назвать самой сильной мафией, потому что там крутятся миллиарды долларов. Вы сами видите. После того, как я стал председателем комиссии, я не спал 4 месяца и вел проверку. Мне ставили палки в колеса. А когда я принес все итоги в парламент, вы сами знаете, чем это закончилось. Сначала все депутаты поддерживали, все 120 представителей от 5 партий, а через 2 дня все перевернулось с ног на голову. Как вам не стыдно это терпеть? Как вы могли так проголосовать? Джапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. В итоге 10 января 2021 года Садыр Джапаров был избран президентом, набрав 79% голосов избирателей. Однако процесс возврата Кумтора государству начался еще до выборов. С его официальным вступлением в должность вопрос перехода золоторудного месторождения к Кыргызстану стал лишь делом времени. Прошли президентские выборы. Еще до выборов я вызвал Акылбека Джапарова и тайно поручил ему создать комиссию и начать работу. Я сказал, после выборов придем, если все будет готово, на следующий же день возьмем Кумтор. А если нет, то вернем Кумтор позже, когда все будет готово. Так что комиссия начала работу еще до выборов, в октябре-ноябре. 16 октября 2020 года Садыр Нуркожоевич на внеочередной сессии Жогорку Кеңеша официально был назначен премьер-министром и приступил к исполнению обязанностей президента. В тот же день, 16 октября 2020 года, я был назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности. Указом исполняющего обязанности президента Садыра Нуркожоевича. Если до этого мы боролись за золотоносный рудник Кумтор, будучи в оппозиции, с этого дня мы начали действовать уже от имени официальной власти в качестве руководства государства. Мы раньше думали, что, придя к власти, все вопросы, связанные с передачей Кумтора государству, можем решить легко. Однако на деле мы поняли, что это далеко не простое дело, и нам не будет легко. 17 мая комиссия принесла все необходимые документы. Уже 21 мая, получив одобрение парламента, мы взяли Кумтор и ввели внешнее управление. Но за 3 дня до внесения вопросов в парламент информация просочилась к канадцам. Здесь свое дело сделали проплаченные информаторы канадской компании и заинтересованные лица внутри нашего парламента. За эти дни они успели уничтожить всю электронную систему управления месторождением. С компьютеров стерли программы и сбежали. Мы, как только получили одобрение парламента, после обеда того же дня заняли офис компании в Учкуне и заняли Кумтор. Мы только систему управления восстановили через 1,5-2 месяца. А если бы о наших истинных намерениях я объявил во время президентских выборов, то на Кумторе остановилась бы вся работа по добыче золота. Для перезапуска электронной системы управления и восстановления всего цикла добычи золота пришлось бы потратить по меньшей мере 200-300 миллионов долларов. 4 апреля 2022 года президент Садыр Джапаров обратился к народу и объявил, что золоторудное месторождение Кумтор
полностью перешло к Кыргызстану. Золотоносный рудник Кумтор полностью перешел в собственность Кыргызстана. Я объявляю об этом кыргызскому народу и мировому сообществу. Так была поставлена точка в вопросе, который с момента обретения независимости становился головной болью каждой власти, был источником коррупции и часто причиной недовольства в обществе. То, что должно было случиться 20 лет назад, произошло только сегодня. Это горько и обидно. Но, как говорится, не стоит сожалеть о прошлом. Не хочу говорить о тех, кто украл у нашего народа дарованное Всевышним богатство. Десятилетиями безбожно грабил нас. На протяжении всего своего пути в кыргызской политике я говорил о богатстве Кумтора. За это пострадали мои соратники и семья. Вместе мы пережили много трудностей. До нас в Кыргызстане сколько раз сменилась власть? Власть сменилась 4 раза. Почему каждый новый руководитель страны не могли вернуть Кумтор народу? И переплетались с Кумтором. Потом я понял. После нашего прихода к власти, они так же, как и к прежним властям, и к нам искали подход. Чтобы удержаться, делали предложения с коррупционными элементами. О какой сумме шла речь? Честно говоря, до конкретной суммы мы не дошли. Однако они предлагали финансовую поддержку на каком-то уровне. Они говорили, скоро состоятся президентские выборы. Садыр Джапаров станет президентом. Мы готовы оказать вам материальную и финансовую поддержку. Хотя они открыто не говорили, но, судя по всему, имели в виду крупную сумму. Но Садыр Нуркожоевич принял твердое решение. Он сказал: мы все эти годы боролись, мучились, старались вернуть Кумтор государству, и теперь не поддадимся никакой коррупции. Мы примем решение раз и навсегда. Вернем Кумтор народу, вернем Кумтор государству. Я помню, что он сказал, что этот путь будет трудным. Создав комиссию, за которую проголосовали 80 депутатов, я 4 месяца изучал проблемы, которые имеются на месторождении золота. Впервые попытку вернуть Кумтор государству Садыр Джапаров предпринял еще в 2012 году, будучи депутатом. Тогда этот план не удалось реализовать, и он оказался перед одним из самых сложных поворотов судьбы в кыргызской политике. Был вынужден покинуть страну, а затем отбывал наказание в тюрьме. В то же время, именно благодаря теме Кумтора, он сумел завоевать доверие общества и набрать политический вес. В итоге в 2021 году, уже будучи президентом, Джапаров реализовал свой план и выполнил обещание, данное народу еще в 2012-м. За 8-9 лет за рубеж было выведено почти 9 миллиардов долларов. Если бы взяли в 2012 году, то до 2021 года эти 9 миллиардов не ушли бы за пределы страны. Сейчас Кумтор в год приносит около 1 миллиарда долларов. Есть расходы на добычу, но все остальное остается у нас. Вы много ходите? Хожу много, да. Когда езжу на Иссык-Куль, там хожу. Здесь, в горах хожу. Полезно для здоровья. Сегодня мы идем к водопаду по сложному отрезку маршрута. Я хотел бы спросить, считаете ли вы сложным свой путь в
в политике. Вы и сами знаете, было очень сложно. Не просто сложно, а очень сложно. Но все прошли, стерпели, дошли до самого высокого уровня. Можно сказать, что добились своих целей. Нашей целью было дойти до самого высокого уровня и служить народу. Вот уже 5 лет я служу своему народу. В какое-то время, когда усилилось политическое давление, и это стало задевать вашу семью, вы не думали сдаться? Я даже не задумывался об этом. Хотел дойти до конца. Упорствовал и достиг своих целей. В моменты, когда было очень трудно, возможно, такие мысли возникали. Можно было и сдаться. Например, когда сидел в тюрьме, потерял родителей, сына. Можно было и сдаться, но намерения сдаваться не было. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Спустя 3 месяца после избрания Садыра Джапарова президентом, 28 апреля 2021 года на кыргызско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт. В Баткене стрельба не прекращалась 3 дня. В результате столкновений погибли десятки граждан 2 соседних стран. Эти события стали первым серьезным испытанием для Садыра Джапарова и его команды, только начавших работу в статусе руководства страны. В ходе 3-дневного пограничного конфликта погибли 36 граждан Кыргызстана и 19 граждан Таджикистана. С обеих сторон были сожжены села. Это стало самым кровопролитным пограничным конфликтом между 2 странами за всю их историю. Со всех уголков Кыргызстана в Баткен направлялась помощь, и каждый гражданин ощущал, что Кыргызстан начинается именно с Баткена. 30 апреля президент Садыр Джапаров обратился к народу. Пользуясь моментом, выражаю искренние соболезнования потерявшим своих близких. Преклоняю голову перед героизмом солдат, не пожалевших своей жизни ради защиты границы. Начать войну легко, прекратить сложно. Я провел 2-сторонние переговоры с президентом Таджикистана Имомали Шариповичем. Мы договорились решить приграничные и другие проблемы мирно, путем переговоров. Я работал всю ночь. Руководителем аппарата президента тогда был Сюйнбек Касмамбетов. Мы ночевали в моем кабинете. Мы работали всю ночь и на следующий день связались с Рахмоном. Я сказал: давайте остановим конфликт. Я поеду к вам. Тогда я еще не виделся с ним, еще не ездил туда. Я сказал: сядем лицом к лицу и решим. Он ответил: давай прекратим. Приезжай в Душанбе. Мне говорили, что я еду на поклон в Душанбе. Езжай в Ташкент, Астану, Москву и там решай. Но мне надо было решать проблему границы. Родные мне говорили, что народ недоволен, что мой рейтинг упадет. Но рейтинг для меня был не важен. Мне надо было решать границу. Потому что гибли 20-22-летние ребята, даже 18-летние солдаты. На первое место я поставил их жизнь. Когда ситуация в Баткене начала стабилизироваться, новость о том, что Садыр Джапаров поедет в Таджикистан, была крайне критично воспринята кыргызстанцами, чья боль еще не утихла. Даже внутри власти велись споры вокруг этой поездки. Посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев в момент начала кыргызско-таджикского конфликта занимал пост министра
иностранных дел. Позиция Садыра Нуркоджоевича заключалась в том, чтобы провести переговоры. Он выслушал всех. Были и те, кто поддался эмоциям. Высказывались даже радикальные идеи. Садыр Нуркоджоевич все вопросы выносил на общее обсуждение. Он хотел всех выслушать и принять политическое решение. Это хорошее качество для лидера. После вооруженного столкновения на кыргызско-таджикской границе было решено провести первую встречу президентов двух стран. Изначально сообщалось, что Садыр Джапаров посетит Таджикистан во второй половине мая. Однако сроки официального визита были перенесены, и самолет Джапарова приземлился в Душанбе 28 июня. Трагические события 28 апреля текущего года стали днями тяжелых испытаний, исторических испытаний и скорби. Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе. Готовы обсудить с вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений. Я приземлился. На следующий день мы встретились. Проговорили 10 часов, но ничего не решили. Мы сидели в одном кабинете 10 часов. Мы спорили, но не соглашались друг с другом. Снаружи работала комиссия из 6 человек. По 3 представителя от Кыргызстана и от Таджикистана. Вот так, ничего не решив, часов 4-5 вечера мы улетели. С 14 по 17 сентября 2022 года по всей протяженности кыргызско-таджикской границы вновь велась стрельба. Разгорелся второй по масштабам конфликт в суверенной истории Кыргызстана. Стрельба была слышна и на участке границы в Чоналайском районе Ошской области. После 2 вооруженных конфликтов у кыргызстанцев сложилось ощущение, что проблема кыргызско-таджикской границы еще долгие годы останется нерешенной, а в Баткене так и не наступит полноценный мир. К счастью, отношения между двумя соседними государствами постепенно начали налаживаться. Первый шаг, как младший по возрасту, сделал я. Они уже 30 лет президенты. Я и в Организации Объединенных Наций жестко выступил. На саммитах я предлагал поговорить. В первый раз он отказал, проигнорировал. Во второй раз он был помягче. Давайте поговорим. Надо отметить, что в том, что он смягчил позицию, есть большая заслуга Шавхата Мирамоновича. Он ему сказал, что здесь присутствует человек, с которым можно все решить. Реши. Неизвестно, что будет потом. Иди на уступки. Ему удалось его уговорить, и он согласился. Вот так и решили. Процесс уточнения кыргызско-таджикской границы оказался непростым для обеих сторон. Протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 1006 километров. 519 километров были согласованы до 2011 года. Оставшиеся 486 километров проходили через населенные пункты и спорные территории, из-за чего долгое время оставались нерешенными. Договор между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан. 21 февраля 2025 года в Бишкеке состоялась итоговая встреча правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы. Вслед за этим Джогурку Кинеш одобрил проект соглашения. Долгое время нерешенным оставался и вопрос кыргызско-узбекской границы,
что также влияло на отношения между двумя странами. На границе периодически происходили конфликты. Из 1378 километров кыргызско-узбекской границы 85% были уточнены до 2017 года, а наиболее спорные участки уже после прихода Садыра Джапарова к власти. В марте 2021 года Садыр Джапаров совершил государственный визит в Узбекистан, где начались переговоры по границе. Уже тогда позиции Джапарова и Мирзиёева совпали. Конечно, многое зависит от личных отношений. Мы же ездим на саммиты, совершаем взаимные визиты. Переговоры за круглым столом – это требование протокола. Но много решается за чаем, так сказать, в неформальной обстановке, на неформальных ужинах. Свой первый визит в Ташкент я совершил в марте 2021 года. И тогда сразу наши звезды с Шавкатом Мирзиёевым сошлись. У нас сложились хорошие отношения, и мы сразу решили границу. Несмотря на то, что кыргызско-узбекский пограничный вопрос был решен быстрее, процесс дался нелегко. В отдельные моменты переговоры срывались. Даже возникала угроза их полного прекращения. В одно время комиссию со стороны Узбекистана возглавлял премьер-министр Абдулла Арипов. С нашей стороны главой комиссии был я. Мы вели переговоры, не нашли общий язык и не смогли договориться. Наш президент вмешался, провел переговоры с президентом той стороны и усадил нас за стол переговоров. Бывало и такое. Президенты двух стран говорили, чтобы мы не ругались и договорились по границе. Говорили, все равно мы решаем. Они снова посадили нас за стол переговоров, и мы начали процесс по уточнению границ. Видите, какой тяжелый это вопрос. Человеку извне кажется, что все просто решается. В ноябре 2022 года Джогурку Кенеш утвердил проект соглашения по кыргызско-узбекской границе. А в январе 2023 года в Бишкеке президенты Садыр Джапаров и Шавкат Мирзиёев обменялись ратификационными грамотами. После этого контрольно-пропускные пункты между двумя странами начали открываться один за другим. Уточнение кыргызско-узбекской границы было позитивно воспринято и в самом Узбекистане. Для кыргызов и узбеков Ферганской долины, связанных общей историей рынком, пограничный вопрос долгое время создавал серьезные неудобства. А ведь, как вам известно, Кыргызстан по факту являлся единственным государством в регионе, с которым Узбекистан не имел международно-правовую оформленную границу. Это единственная страна, с которой у нас не было договора о границе. И вот этот прорыв, который случился буквально пару лет назад в наших отношениях, я имею в виду подписание договора о границе, без всякого преувеличения могу сказать, что наши лидеры, уважаемый Шавкат Мирамонович и уважаемый Садыр Нургожоевич, сыграли ключевую историческую роль в заключении этого договора о границе. Я убежден, твердо убежден, что без политической сильной воли глав наших государств было бы невозможно решить эти вопросы. Раньше тоже пытались подойти к этому вопросу, но всегда были какие-то объективные, субъективные причины, которые даже не позволяли начать переговоры, даже не позволяли обсуждать эти вопросы.
Понимаете? Поэтому вот именно твердая, во-первых, политическая воля, во-вторых, именно такой мандат доверия со стороны населения в отношении наших руководителей именно позволил вот этот вопрос раз и навсегда решить и представить вот это вот решение в качестве символа в целом регионального сотрудничества, которое позволит не только действительно обеспечить мир и стабильность в нашем регионе, но и многократно повысить роль Центральной Азии в целом во всем мире. И в настоящее время мы видим в разных уголках мира происходят разные стычки, разные даже войны, конфликты, именно по поводу неопределенности этих границ. И вот в этом плане наша Центральная Азия, общий наш регион, он выступает сейчас в настоящее время примером для всего мирового сообщества. 31 марта 2025 года президенты Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана Садыр Джапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон встретились в городе Худжанд. Эта дата стала значимой не только для 3 стран, но и для всего Центральноазиатского региона. Лидеры подписали соглашение о точке пересечения государственных границ 3 стран и Худжандскую декларацию о вечной дружбе. Так была поставлена точка в пограничном вопросе, который на протяжении десятилетий оставался источником конфликтов. Когда пьешь эту воду, усталость исчезает. Я специально не пил воду, чтобы попить здесь. Как раз об усталости. Я сравнивал ваши фотографии 4-летней давности, когда вы только пришли на должность, и сегодняшние. Вы немного посидели. Не немного, а прилично. Я тоже иногда сравниваю. Тяжело нести груз народа. Вот это я хотел спросить. Когда я только вышел из тюрьмы, я был очень молод. Волосы без седины, на лице нет морщин. Я смотрю и думаю, вот таким я был молодым. Есть же видео, на которых я выступаю перед депутатами, народом. Я смотрю и сравниваю. Я постарел за 5 лет. Заметно, что появились морщины, волосы посидели. Нести на себе груз народа – большая ответственность. Не хотел бы критиковать предыдущих президентов, но были двое. Если как они спокойно лежать, ничего не делая, должность президента очень удобная. Все у тебя есть. Еда всегда готова, одежду выдают. Можно и не работать. Можно просто наслаждаться жизнью. Но экономика тогда расти не будет. Тогда будут проблемы во внутренней и внешней политике. Если экономика не растет, если народ неспокоен, нужна ли такая власть? Кто знает, свидетелем скольких преступлений стал этот дом и какие тайны он хранил. Его хозяин за последние 10-15 лет превратился в одного из самых влиятельных людей Кыргызстана, и судьбы многих людей решались именно здесь. В этом доме жил Камчи Көлбаев. Они даже решали, кто станет следующим президентом.
Раньше те, кто хотел стать министром или депутатом, брали разрешение у Камчыкульбаева. Желающие стать депутатами получали его благословение. Они сами выходили на президента и премьер-министра, чтобы дать указания назначить кого-то министром. В Исыкульской области все депутаты местных кенешей были из криминала. В Чолпоноте 100% депутатов были членами ОПГ. Мэр был из криминала. Если бы я не вышел из тюрьмы, в 2023 году должны были состояться президентские выборы. Они решали, кто станет следующим. До такого состояния мы дожили. Во время выборов в 2020 году вы же видели, что боролись только Мекеним Кыргызстан и Беримдик. А Мекеним Кыргызстан на 90% состоял из представителей криминалитета. — 16 октября 2020 года Садыр Джапаров стал исполняющим обязанности президента, и в тот же день Камчыбек Ташиев был назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности. После прихода к власти, честно говоря, мы не знали, что нас ждет завтра. Мы сами не верили в то, что случится на следующий день. Насколько, как сказать, рискованные шаги мы совершали. Тогда Садыр Нуркожоевич сказал мне о 3 вещах. Первый и основной вопрос — это мы должны бороться с коррупцией. Вторая основная задача — бороться с организованными преступными группировками. Третье, самое основное — надо решить проблемы границ. Если мы сможем решить эти 3 проблемы, то государство будет жить хорошо. Давай решим эти 3 проблемы. Ушул 3 маселени экөөбүз чечишибиз керек деп туруп, ошо экөөбүз олтурганда көп ушул мындай талкуулуу айтып болчук да. Эти 3 задачи были поставлены передо мной. Тогда Садыр Нуркожоевич сказал, что эти 3 проблемы должен решить я, а он будет поддерживать, и мы решим их вместе. Тогда новая власть поставила перед собой несколько ключевых целей. Как и в других постсоветских странах, в Кыргызстане в лихие 90-е криминал усилился. Появлялись различные группировки. В отдельные периоды борьба за влияние между ними сопровождалась перестрелками и человеческими жертвами. Это не прекращалось десятилетиями. Камчыкульбаев в 2008 году получил статус вора в законе, а после 2012 года его преступная группировка начала беспрецедентно укрепляться. Соединенные Штаты Америки включили Камчыкульбаева в список крупнейших наркобаронов мира и заявляли о его причастности к евразийской преступной сети «Братский круг». Однажды ко мне пришел министр, весь в слезах. Мы в то время работали. Он плакал. Он сказал, что ему по видеосвязи звонил так называемый вор в законе и сказал, что если он завтра не выполнит одну работу, то его убьют вместе с семьей. Министр плакал. Видите? Организованные преступные группировки настолько укрепились, что уже ни с кем не считались. У них были деньги, оружие, влияние. У них были свои головорезы. Представьте, как трудно с ними бороться. В наших правоохранительных органах, в органах безопасности, в прокуратуре и даже в судебных органах было много людей, которые поддерживали ОПГ, помогали им и имели совместные дела. Даже среди нас, в Государственном комитете национальной безопасности, таких было очень много.
С одной стороны, надо было бороться с теми, с другой с этими. С теми борешься, а эти передают им всю информацию. Происходила утечка информации. Фамилия, имя, отчество. Со временем организованные преступные группировки стали вмешиваться не только в бизнес, но и в кыргызскую политику. Интересы криминала и власти начали пересекаться. Сначала имена представителей ОПГ стали звучать на местных выборах, затем в процессах внутри парламента. Говорили, что Камчик Альбаев поддерживал тесные отношения с бывшим заместителем председателя таможенной службы, небезызвестным Раимбеком Матраимовым. Матраимов, проработав долгие годы в таможенной системе, выстроил коррупционную схему и накопил колоссальное состояние. Он редко появлялся на публике и действовал в тени. Даже после его ухода с должности созданная им система и люди остались в таможенных органах. Матраимов, Кульбаев, Ни для кого не было секретом, что Кульбаев и Матраимов – близкие друзья. Если простой народ не знал, журналисты, политики были осведомлены. На тоях они сидели в отдельных кабинках, а те, кому удавалось зайти и поздороваться с ними, были счастливы. Даже стояли в очереди. Мне отправляли фотографии, как известные личности, руководители силовых структур стояли в очереди к ним. Я удивлялся. Они настолько сдружились, и при помощи этой силы реализовывали серьезные незаконные дела. Многие знали, что развлекательное заведение «Блондер Паб» в Бишкеке принадлежало Камчику Альбаеву, и там же располагался его офис. 4 октября 2023 года здесь была проведена спецоперация ГКНБ. Сообщалось, что Кальбаев был ликвидирован за оказание сопротивления спецназу. После смерти Камчика Альбаева ГКНБ обнародовал сведения о его имуществе, недвижимости, оружии, торговых центрах. В результате был наложен арест на объекты стоимостью около $1 миллиарда, которые впоследствии по решению суда перешли в собственность государства. Параллельно начались массовые задержания членов организованных преступных группировок и лиц, причастных к криминалу. Они публично заявляли об отказе от преступной идеологии и о намерении жить по закону. Были среди задержанных и те, кто имел совместный бизнес и активы с Кульбаевым. Крупные бизнесмены, владельцы рынков, ресторанов, не буду называть их имен, ежемесячно, ежегодно, на день рождения относили деньги Камчику Альбаеву. Некоторые рестораны и даже фабрики работали с ним 50 на 50, делились с ним. Сейчас ничего этого нет. Все перешло к государству. Что-то работает на государство, что-то продали и внесли деньги в бюджет. Дороги строятся, школы, государственная ипотечная компания строит дома. Они выдаются рядовым гражданам. Все эти деньги оттуда. Те, кто называют себя вором в законе, положенцем, смотрящим в криминальном мире, долго не живут. Это жизнь такая. Таким образом, Камчик Альбаев, человек, который больше чем 10 лет контролировал криминальный мир Кыргызстана, игнорировал государство и вмешивался в политику, был ликвидирован в ходе спецоперации. После его смерти ситуация в тюрьмах страны изменилась, и криминал перестал управлять закрытыми учреждениями. После смерти Камчика Альбаева ГКНБ взялся и за его партнера Раимбека Матраимова. Он успел покинуть Кыргызстан, но был задержан 25 марта 2024 года в Баку. На следующий день он был доставлен в Кыргызстан. На этот раз он выплатил в бюджет около $300 миллионов и был освобожден. Ранее он уже задерживался и тогда перечислил в бюджет 2 миллиарда сомов. Более 180 человек, которых связывали с мафией Матраимова-Кальбаева, были уволены с государственной службы. Значительная часть из них работала в таможенной службе.
Несколько депутатов Чугурку-Кенеша также были вынуждены сложить свои мандаты. После задержания во второй раз было конфисковано все имущество. Государству перешли дома, офисы. Это не касается таможни. Схемы, созданной Раимом, сейчас в таможне нет. Мы все очистили уже после первого его задержания. Что-то оставалось, но 2 года назад и от этого избавились. Если раньше таможня собирала 35 миллиардов сомов в год, то сейчас 135 миллиардов сомов. 100 миллиардов сомов прибавили за счет избавления от схем. Сейчас такой схемы нет. С 2020 года в рамках борьбы с коррупцией в виде имущества и денежных средств в пользу государства было возвращено более 300 миллиардов сомов. Эта сумма постоянно обновляется. Государству возвращены свыше 1000 заводов и предприятий, а также более 30 тысяч гектаров земли. Дом Камчи-Кульбаева в Чолпунате был конфискован по решению суда. Сейчас здесь размещаются детский сад, дом культуры и различные кружки для детей. Здание, которое когда-то служило резиденцией организованной преступной группировки, теперь работает на благо государства и детей. Местные жители отмечают, что дом больше не внушает страх и воспринимается как обычный детский сад. За последние 5 лет Садыр Джапаров, как президент, прошел сложный путь. Особенно трудными были первые годы его правления, когда принимались судьбоносные решения по Кумтору, границам, борьбе с коррупцией и криминалом. Чего достиг Садыр Джапаров за время президентства и каким он видит будущее Кыргызстана? Какие проекты стали ключевыми для власти под его руководством? Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан было мечтой каждого президента Кыргызстана с момента обретения независимости. Считалось, что этот проект выведет страну из транспортного тупика. В январе 2021 года Садыр Джапаров был избран президентом, а 24 февраля совершил свой первый официальный визит в Москву. 11 марта он отправился с 2-дневным государственным визитом в Узбекистан. Именно тогда начались переговоры по строительству железной дороги. Президент Джапаров и президент Мирзиёев, они мыслят одинаково и системно. То есть они начали с решения сложнейших вопросов для в целом экономического развития и процветания не только своей страны, но у них уже более широкое видение развития региона. Вот долгое время ожидал своего решения вопрос строительства железной дороги Китай-Кыргызстан, Узбекистан. И именно строительство железной дороги через Кыргызстан он меняет правила игры не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. Даже, можно сказать, больше. Кыргызстан становится важным звеном в целом цепочке взаимосвязанности между Востоком и Западом. Да? Вот в этом плане, я думаю, у президента Джапарова есть такое общее видение превратить Кыргызстан, скажем, наподобие хаба такого, где будут переплетаться не только какие-то торгово-экономические связи, но и культурные тоже. И своего рода наш регион в целом, я думаю, благодаря вот таким вот практическим мерам сотрудничества превратится в регион, который будет очень сильно привлекать и инвесторов, и туристов. В феврале 2022 года Садыр Джапаров совершил свой первый визит в Китай и встретился с Си Цзиньпином. Одной из главных тем переговоров стало строительство железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан.
Железная дорога, соединяющая Восток и Запад, пройдет от китайского Кашгара через Туругард, Тогус-Торо и город Манас, далее в Узбекистан. Общая протяженность маршрута превышает 532 километра, из которых более 304 километров проходят по территории Кыргызстана. Мы здесь собрались на церемонию закладки первого камня строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. 27 декабря 2024 года в городе Манас президент Садыр Джапаров при участии представителей Китая и Узбекистана дал старт строительству железной дороги. – 16 декабря 2025 года было официально объявлено о решении вопроса финансирования проекта. Общая стоимость проекта строительства оценивается в $4,7 миллиарда. Китай предоставляет около $2,3 миллиарда в виде кредита сроком на 35 лет совместной компании трех стран. Оставшиеся $2,3 миллиарда Кыргызстан, Китай и Узбекистан намерены вложить совместно. Эта дорога на 100% избавит Кыргызстан от зависимости. Потому что Китай — это экономический океан. Так можно сказать. С помощью этой дороги мы сможем выйти к океану как и через Китай, так и через Узбекистан и Туркменистан. Сможем выйти к Каспию и через Иран к морю. Даст Бог, строительство дороги завершится через 4-5 лет. Стройка ведется активно. Через 4-5 лет после открытия дороги можно будет сказать, что Кыргызстан стал на 100% независимым. Через нас пройдет самый короткий путь из Китая в Европу. Путь сократится на 1000 километров, и товары будут поступать на 10 дней раньше. Мы же будем получать $300-500 миллионов только за транзит. Это сопоставимо с прибылью от Кумтора. Власти во главе с Садыром Джапаровым взялись за реализацию еще одного масштабного проекта – строительство Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын. Ее мощность составит 1860 мегаватт, а годовая выработка 5,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. О проекте говорили десятилетиями, но в сторону его реализации не было сделано ни единого шага. В 2022 году власти Кыргызстана официально дали старт строительству крупнейшей ГЭС в Центральной Азии, хотя источник финансирования тогда еще не был определен. После того, как я пришел к власти, мне удалось убедить Шавхата Мирамоновича. Он отправил премьер-министра Арипова. У нас премьером тогда был Акылбек Джапаров. Мы предоставили вертолет и дали посмотреть, что Камбар-Ата располагается выше Токтагулки. Если построить, то зимой будем копить воду для поливного сезона. Летом вы сможете брать воду отсюда в нужных объемах. После облета, все увидев, они убедились, что с точки зрения воды это нужно им, а электроэнергия — нам. Присоединился Казахстан, и мы втроем, подписав соглашение, начали строить. Можно сказать, что 1,5 миллиарда уже будут. В наступающем году начнется строительство плотины. Всемирный банк предоставляет 1,5 миллиарда на очень хороших условиях. 500 миллионов Кыргызстану, 500 миллионов Казахстану и 500 миллионов Узбекистану. Но только на строительство Камбар-Аты-1. Выделено на 50 лет. Вода, накопленная на Камбар-Ате-1, будет использоваться для выработки электроэнергии в Кыргызстане, а также для орошения в Узбекистане и Казахстане. Более 5,4 миллиардов кубометров воды также будут направляться в Токтагульскую ГЭС для повторного использования. Таким образом, инициированный Кыргызстаном проект становится региональным.
Для стран Центральной Азии проекты железной дороги и Камбараты-1 имеют стратегическое значение. Однако долгие годы нерешенные границы и конфликты мешали реализации совместных инициатив. Лишь в последние годы политическая ситуация в регионе изменилась, и лидеры смогли урегулировать ключевые противоречия. Строится железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Почему это не делалось раньше? Препятствием были нерешенные приграничные вопросы. Узбекистан и Кыргызстан решили вопросы границы. Таджикистан и Узбекистан строят Рагунскую ГЭС. К строительству Камбараты присоединяется Узбекистан. Государства поняли, что надо реализовывать совместные проекты, что для повышения транзитного потенциала, развития энергетики требуются совместные усилия. А для этого было важно решить проблемы границ. Уточнение границ, подписание соглашений создает условия для сближения стран региона и создания интеграционной организации. Потому что потенциал Центральной Азии высок. Китай через нас получает возможность выхода в Персидский залив, в Европу. Мы сейчас в центре внимания мира – Китая, России, США, Европы. Они обращают пристальное внимание на Центральную Азию. Сегодня мир проявляет все больший интерес к Центральной Азии. Об этом свидетельствуют саммиты в форматах США «Центральная Азия», Германия «Центральная Азия», Япония «Центральная Азия», Китай «Центральная Азия», а также рост региональных встреч лидеров. Страны региона понимают, для развития необходима стабильность. Ключевым достижением власти Садыра Джапарова относят уточнение границ с Таджикистаном и Узбекистаном, ликвидацию криминала, эффективную борьбу с коррупцией, запуск крупных инфраструктурных проектов и экономический рост. Государственный бюджет и валовый внутренний продукт Кыргызстана впервые превысили 1 триллион сомов. Таким образом, завершаются 5 лет первого президентского срока Садыра Джапарова. По закону он имеет право баллотироваться еще на 2 срока. Садыр Джапаров считается одним из самых стойких политиков в истории Кыргызстана. Многолетняя борьба за справедливость привела его к посту главы государства, хотя его оппоненты не всегда боролись по правилам. 28 января исполняется ровно 5 лет со дня его официального вступления в должность президента Кыргызской республики. У каждого есть мечта. Некоторые в детстве мечтают стать президентом. А о чем мечтает глава государства? О чем мечтаете вы? О чем мечтаю? Как ты и сам сказал, все дети мечтают стать президентом. Да, мы в детстве тоже мечтали и представляли, что сделаем то, сделаем это. А теперь моя мечта, чтобы наша страна вошла в первую десятку стран мира по экономике. Мечтаю, чтобы вошла в десятку. Даст Бог, к 2035 году мы войдем в число 50 стран. Но я мечтаю, как бы это было бы здорово войти в десятку ведущих стран мира. Желаю вам исполнения мечты.